Сказка «Покоми Мойд» – это игра фантазии. Это как игрушки жизни, в которых как-то по-особенному проживаются жизненные ситуации. Йома-баба, Сидун, Гундыр, Марпида-царевна. Герои проходят какие-то нереальные квесты, как сказали бы сейчас, и иногда действуют уж совсем нелогично. Сначала все плохо, но героям помогают птицы и звери, чудесные предметы и добрые волшебники. В конце сказки добро всегда побеждает. Хотите, почитаю? Короче, слушайте сказку про восьминогую собаку. Захар, слушаешь? Да. Ну, слушайте. Жили-были старик со старухой. Пошли они как-то в Парму. Парма — это что? Считается, что сказка дает малышу первоначальное представление о добре и зле. Она пробуждает все доброе, что есть в душе малыша, формирует нравственные ценности, любовь к чтению, учит правильному общению, развивает эмоциональную сферу и речь. Совместное чтение помогает родителям и детям сблизиться, доставляет удовольствие от общения. В век технологий, интернета, нейросетей дети по-прежнему читают и любят сказки. Пусть не в книгах, но на экране смотрят и переживают за любимых героев в их волшебной стране. Фантастика – это больше антураж, это для привлечения внимания. Если старший человек усадит перед собой ребенка и начнет говорить, вот не надо делать вот так вот, надо делать вот так, да? Дидактика пошла, и ребенок послушает и устанет от этого. И все равно сделает там что-нибудь по-своему. А в сказке эта дидактика, она скрыта. То есть нет такого открытого, вот, делай так, иначе плохо будет. Не делай вот так вот. Более того, сказка приучает к нарушению. Понятие у коми, которое называется вежа-видим, да? Вежа святой, виджно хранить. То есть вежа-видим не просто уважение к человеку, уважение к животным, а такое священное, несколько даже трепетное отношение. Если ты впервые видишь человека, начинаешь вести себя как человека. И только в тот момент, когда проявляются какие-то негативные качества, направленные против тебя лично, да, иногда и прощают, и в это время начинается противодействие. То есть вот это скрытое воспитание нравственности. Потому что если я ему прямым текстом скажу, вот сделай это, наша психика может очень сильно сопротивляться. А если то же самое сказать в образном ключе, метафорически, психика не будет сопротивляться, у нее нет на это никакого повода, потому что это, казалось бы, просто сказка. Мы любим с детства сказки, потому что они ложатся прямо в душу, прямо в наше сознание они заходят. Петр Митрофанович Столповский, известный писатель и переводчик коми-сказок, считает, что родителю, который не читает детям сказок, можно смело ставить родительскую двойку. Отец у меня был образованнейший человек, журналист. Он знал, как воспитывать детей, в частности и меня. И сказки тоже было как бы его отцовский конек. Если дети не читают сказки, им потом не позавидуешь. Что-то они потеряли, обо что-то они спотыкаются. Это не пустое дело, это очень важно. Подтверждением этих слов можно считать то, что отдел сказок в детских библиотеках всегда самый востребованный. Сказки читали, читают и будут читать. Говорят, что если ребенок читает сказку, то из него вырастет добрый человек, что сказка учит всегда добру, справедливости учит. И дети обязательно должны читать сказки. Родители должны читать детям сказки.
Сказка, по определению всемирно известного сказковеда Владимира Яковлевича Пропа, повествовательный жанр. Передаются сказки из поколения в поколение именно в устной форме. Цель – развлечение и назидание, а в основе повествования – необычные, чудесные, фантастические события, такие, каких не бывает в повседневной жизни. Поэтому, видимо, сейчас сказки считаются исключительно детским развлечением. Но так было не всегда. Если русские сказки были направлены больше на детскую аудиторию, то коми-мойд вплетался во всю деятельность зырян. Впервые коми-сказку люди слышали уже взрослыми, во взрослой среде, в охотничьих избушках, на лесозаготовках и во время сенокоса. В охотничьи артели, трудовые артели отдельно брали сказочника, который не работал, то есть не выполнял ту работу, которую все делали. В охотничьей артели, например, в его обязанности входило обеспечивать комфорт, то есть по дому там все сделал, наварил, охотники вечером возвращаются, и сказочник обязан был рассказывать сказки до тех пор, пока последний там слушатель не заснул. И в конце на всех раскидывали добычу, там, кому что досталось, и он получал полный пай. Сказки существуют у всех народов, и по большому счету сюжетные ходы везде повторяются. Существует даже некий свод сказочных сюжетов, но отличия у народов все же есть. По мнению фольклориста, этнографа, собирателя сказок и издателя Олега Уляшева, всего в мире от 2500 до 3000 сюжетов. Умелый сказитель так ловко закручивает их, что и сказка длится долго, и приключений у героя вагон и маленькая тележка. Что еще нужно для долгих зимних вечеров в лесной избушке? Коми-сказка, она больше наследует восточную сказку. И поэтому вот эти сюжеты, они очень часто контаминируются, сложные контаминации, то есть соединение разных сюжетов возникает, усиливается, обогащается сам сюжет. В коми-сказках очень часто вот несколько сюжетов переплетаются, иногда даже параллельно идут, создается повествование авантюрного типа даже больше. Еще одно отличие, естественно, поскольку сказки привязываются к конкретной местности, к конкретной ситуации. Русский сказочный герой, он выходит в чисто поле. Герой коми-сказок заходит в лес. Кроме пространственного различия в коми-сказке, герои не пашут и не сеют хлеб. Они его ищут, добывают. Вот в поисках ценного продукта и закручиваются приключения или злоключения героев. Кроме развлекательной функции, сказки у коми в древности выполняли производственно-магическую функцию. Считалось, что это повествование предназначалось лесным духам, поэтому, чтобы обеспечить успех в охоте, сказки сказывали накануне выхода в лесные угодья. Существовала такая традиция на Сыселе, что сказки можно рассказывать только зимой и вечером. Существовало поверье, что если рассказываешь летом или днем, потому что услышит сорока, которая вечно в селе обитает, потом расскажет и медведю, придет медведь и корову вашу задерет. А медведь – это демон. Он же тоже любит слушать сказки, естественно. Или ложки теряются в доме, потому что ты нарушил этот обычай. Ты становишься беднее, исчезает пища. Сейчас обрядовая функция сказывания мойдов давно забыта. Уже во времена активного собирания Золотого фонда фольклора коми, а это 40-е, 70-е годы, в основном сказывали волшебные истории, развлечения ради. Надо отметить, сказки – самый популярный жанр коми-фольклора. И исторически так сложилось, что собиранию и развитию этого жанра способствовали сначала больше языковеды. Впервые коми-сказки были записаны в 1860 году. Они опубликованы были в грамматике зырянского языка, которую издал Павел Иванович Савоитов.
Там он впервые опубликовал 3 коми-сказки. В 1889 году Георгий Степанович Лыткин включил эти же сказки в свое издание «Зырянский край при епископах Пермский» и «Зырянский язык». Самая редкая книга из нашего фонда о коми народных сказках – это репринтное издание 1901 года. Но здесь еще коми народные сказки не звучат, здесь зырянские народные произведения. Составитель, известный наш этнограф Георгий Лыткин. Это первый пример, может считаться, книги билингвы, потому что здесь идет параллельный перевод на русский язык вместе с зырянским. Здесь такие же народные сказки, которые собирали, наверное, наши прабабушки. В основном бытового плана в этот период, как бы коми народные сказки, там животных очень много. Анимализм такой. Шир качакет. Олысны-вылысны шир качакет. Шир мунус турында. Чекты скачалы, шит гудралны. Кача пондыс шит гудралны, пычкесас ущис. Необходимо отметить и вклад финских и венгерских ученых Юрия Вихмана и Фокаша Фукса. Все они тоже были лингвистами, рассматривали сказку с точки зрения языка, диалектов, живых оборотов речи. А самый первый фольклорный сборник издал Андрей Андреевич Цембер в 1913 году. В 30-е годы XX века собирание и публикации сказок приостановились. Причина – в Коми, как и по всей стране, большой общественный резонанс получил лозунг о вреде сказок для подрастающего поколения. До самой первой диссертации по сказкам оставалось еще почти 40 лет. Нужно сказать о исследователе Федоре Васильевиче Плесовском. Известный фольклорист, сказковед. Он в 1951 году в Пушкинском доме в Институте русского языка и литературы Российской академии наук защитил кандидатскую диссертацию по теме «Коми народная сказка». Эта диссертация является первым научным исследованием по сказке и по коми-фольклору. Руководителем диссертации был известный фольклорист Владимир Яковлевич Проб. Федор Васильевич объездил всю республику. Только из Ударского района он привез 151 сказку, из Усть-Вымского района – 133. Ему принадлежит самая большая коллекция сказок, которые хранятся в архиве Коми научного центра Уральского отделения Академии наук. Мало кто знает, что собирателями сказок были известные писатели и поэты коми. Среди них Владимир Васильевич Тимин, Елена Васильевна Козлова, Геннадий Александрович Федоров. Последний, в частности, работал в Усть-Вымском районе и собрал уникальнейший материал «Шошкинские сказки». Большую работу по сбору произведений фольклора проводили коми-языковеды Татьяна Ивановна Жилина, Нина Андреевна Коллегова, Валентина Александровна Сорвачева, Марфа Александровна Сахарова, фольклористы Юрий Герасимович Рочев, Анатолий Константинович Микушев. Самые известные сборники старинных коми-сказок собрали Павел Доронин, Иван Осипов, Анатолий Микушев. В материалах, привезенных из фольклорных экспедиций, собиратели обращали внимание в основном на сюжеты и очень мало внимания на самих сказителей. А ведь это были уникальные люди. Умение сказывать, владеть искусством не только слова, но и театрального действа, жеста, интонации, мимики всегда было в цене. Лицедеи слова пользовались популярностью, и доподлинно описаны такие случаи, когда за сказителем приезжали в деревню на санях с колокольчиками. Анатолию Константиновичу Микушеву удалось описать усть-вымскую сказочницу Домну Сакерину. В деревне ее называли Шутом и Скоморохом. Она не только рассказывала, но и сама сочиняла песни и прибаутки. И с большим интересом рассказывала землякам разные истории. Вот девочка устроилась прямо на холодном полу и, не сводя глаз с нее, и слушает ее.
боясь не только проронить слово, но и даже громче рассмеяться. Бывало, рабочий совхоза сидит тут же, дымя папиросой, и смотрит с одобрительным выражением лица и как будто говорит: «Ну и шельма же ты, Сакерина! Ну и мастерица же ты сочинять!» Не успеет Сакерина закончить одну сказку, а уже со всех сторон требуют: «Вай, ешемойд, давай еще одну сказку». Некоторым царстве, некотором государстве, именно в том, котором мы живем, сладкие сказки, это сказка-присказка, сказка-пироги на будущей неделе. В самой сереге жил-был царь, на боку спал, олив были стариков. Дом на Сакерина из деревни Кони была сказочницей Балагуром. У шутников в арсенале были в основном сказки легкие, бытовые. Сказители Балагуры вовлекали слушателей в волшебные миры героев шутками-прибаутками, смехом, сатирой, богатством репертуара и артистическим исполнением. Это был поистине театр одного актера. Развитие сказочного творчества в основном шло за счет мужского сказительства. Но это связано с бытованием коми-сказки. Есть ведь разные сказочники. Одни любят длинные сказки и рассказывают их с особым талантом, медленно. Иногда соединяют несколько сказок в одном сказке. Таких сказочников называют эпиками. Ладно, корка, не корка, пинес понад страшно. Кода спи с бощем, все маму слосков. Ладно, пи, шерно искузи да бощте все. Бощте да шва. Шерно та молча вида, яга бабадина уста, метье шоя, да вия, а мот поготрала пьес. Надежде Степановне Коровиной удалось в свое время пообщаться с истинным сказителем-эпиком Иваном Ивановичем Игушевым из деревни Муфтюга. Она записала от него 28 сказок и сейчас готовится к выходу сборник его сказок. Тип сказочника этого, как сказочник-эпик. Он рассказывал сказки в таком медленном темпе, не спеша. И у него все сказки волшебные, очень длинные. Он с 17 лет начал рассказывать сказки. После болезни он ослеп. И он сам рассказывал, что он уже бегать со своими сверстниками не мог, а раньше в селе собирались взрослые, рассказывали друг другу сказки. И он, слушая их сказки, воспринимал и потом сам начал рассказывать сказки. Его сестра работала в интернате, и чтобы быстрее засыпали дети, она приводила своего брата, и он детям рассказывал сказки в интернате. Потом его начали приглашать и в школу, на вечера сказок. Молва присваивала сказителям и другие таланты. Все это давалось якобы потусторонними силами. Сказочники могли напрямую общаться с силами природы. Сказочник, он же талантливый, не все ведь могут быть сказочниками. И считалось, что талант и способность к сказыванию передавалась от Всевышнего. И многие сказочники считались традиционно людьми, связанными с потусторонним миром. Если взять сказочника Ивана Ивановича Игушева, он был не только сказочником, но и костоправом. Про него на Ударе очень многие знали и приходили к нему. Талант ему как бы извне дается и сказочника, и костоправа, они взаимосвязаны. И он уже является человеком каким-то необычным. До наших дней сохранилась только одна видеозапись сказителя. Василий Степанович Лебедев сам рассказывал, что он из приезжих казаков, жил в Книжпогостском районе. В 90-е годы 20 века удалось запечатлеть его на видео. Сказки он сказывал на двух языках – на коми и русском. Вот у нас из школы пошел солдат служить в армию. Это было давным-давно. Да. И он попал как раз в Преображенский полк в Петрограде. Там я поставили пароход дежурить. Да, он стоит, наш Звягин. А тут идут граф, князь, и разговаривает. Один говорит: если я увижу Марья Купцовну карточку, я полимения дам. А другой говорит: если я увижу, я всю зарплату дам.
Считается, что в отличие от русских у Коми не было профессиональных сказочников. Федор Васильевич Плесовский писал, что репертуар большинства исполнителей ограничивался 5-10 номерами. Лучшие сказочники знали до 30 сказок. Однако репертуар ни одного из них не был зафиксирован. Счастливым исключением является фиксация репертуара Анастасии Арсентьевны Шуктомовой. За 16 лет работы с ней Анатолий Константинович Микушев записал от нее 50 сказок, 100 песен, 60 причитаний и 150 частушек. Все они вошли в известный сборник Ипатьдорса «Фольклор». Sırlan drug şırlan dumbula sushi veşalık mazed çili ştanka pa. Pontis şivne day aşse. Şırkıda kate kaçakı yapıja. A drug vaviş kıpatçis moj. Kulişçilen tada sılı şogmis glanitçis yona. Kıpatçis day şuă. Attăgiva păcucăm ģoļaņek da kučam mića gălăsăd. Mene căpăieșcă s-o pâja țălădan câv začășten și cilem tăda. Așârlă nasvâla snageja zvăli, pingja săd lecit. Šır moili golja vâla spukšis, moj ozvišt peșinit veši, orădistălă šilise goljase. Традиция сказывания сказок сохранилась вплоть до 80-х годов 20-го столетия. Устраивали вечера сказок в школах, садах и интернатах и, естественно, на заготовительных работах. Но сказки сказывались и в домашних условиях. Мужчины средних лет, старики и дети собирались у одного из соседей. После обмена новостями и веселых шуток переходили к байкам из охотничьей жизни, бывальщинам и, конечно, сказкам. Знали сказки и женщины. Так известная писательница Соломония Пылаева с детства и полюбила мойды. Все дети, рассказывала она, вечерами залезали на большую печку и слушали от бабушки «Руй-руй». Только в повествовании вплетались все за день переделанные дела. Жили в лесу зайчиха-портниха с сыночком-зайчонком. Как-то зайчиха говорит своему сыночку: «Сходи-ка ты, сынок, попроси у соседа деда ежа иголочку, а то наши иголочки-то совсем притупились». Любовь к сказке у Соломонии породила ее бабушка, а умения появились с рождением у нее 5 сыновей. Сказки она сочиняла своим детям. Положу малыша спать, говорить не умеет еще, а показывать может звукоподражательно, показывает так. Мама! О, значит, это баранина Значит, про поросенка желает сегодня послушать сказочку. Главные герои книг Сылы баб – звери и животные. У каждого свой характер, свое место обитания и свое пропитание. Опубликовано 125 сказок Соломонии Пылаевой. Было больше, говорила сказочница, но не успела их записать. Так и забылись они. Счастье у каждого внутри. Снаружи искать его бесполезно. Не надо жаловаться и ныть, а потихоньку внутри себя его искать. И еще счастье не любит воров. Если человек ворует, он сам у себя счастье крадет. Несмотря на всеобщую любовь и почитание, Соломонию Пылаеву сказителем либо писателем назвать трудно. С одной стороны, мы не можем ее назвать сказительницей, сказочницей, потому что она перерабатывает по-своему те традиционные приемы, те традиционные сюжеты, традиционные образы в соответствии с своими творческими задачами. Но с другой стороны, Соломонию Пылаеву мы не можем назвать и профессиональной писательницей, потому что она не заканчивала учебных заведений, она не вступала в союз писателей, но произведения ее увлекательные
используется и в школах, и в хрестоматиях. Талантливый человек, естественно. Я так считаю, что его произведения относятся к жанру наивной литературы. Вначале ведь она не писала, просто рассказывала. Опиралась на фольклорные традиции, образы некоторые. Она брала из устного народного творчества. Потом она уже развивалась и стала издавать свои произведения. Побежал зайчонок к деду ежу, постучал. Да-да. Помог зайчонок деду ежу воды натаскать, вместе натаскали. Дедушка, а вы меня ругать не будете? Нет, только никогда больше чужое без разрешения не трогай. Самому ведь стыдно будет. Понял? Понял. В конце каждого повествования у Соломонии вопрос к детям. Ответ ребенок ищет сам. Сказки Соломонии Пылаевой, они поучительные, они очень добрые, они яркие. Книжка «Шанишка» у детей и у родителей пользуется спросом. Там крупные буковки, коми-сказки часто нужно обрабатывать, прежде чем показать детям, потому что там есть моменты, которые детям не расскажешь, жестокость есть. О какой жестокости идет речь и нужно ли ограждать от этого детей? Чему на самом деле учат сказки? Почему главный герой почти всегда ущербный? Чем отличается сказка «Бывальщина» и «Предание»? И почему сказки о пере-богатыре вовсе не сказки? Смотрите во второй части передачи «Коми инкогнито» про Коми Мойды. Cârniș torvoiță și-n voie curcur toati. Lanăduia-nui daliola-nui dvăsvăța-nui tontuna-nui. Tivălă vădșuvă văiscală văcecintăm vătăm. Древонит старче стеза, подзорной струвка пыры видели.